Напомним, что ситуация острой нехватки общественного транспорта на городских маршрутах была спровоцирована вступлением в силу поправки в Федеральный закон о транспортной безопасности. В ходе проведения плановых мероприятий была полностью ликвидирована проблема нелегальных пассажироперевозок. Движение общественного транспорта в настоящий момент осуществляется преимущественно силами одного государственного оператора – Сибайского отделения Башавтотранса. Адаптация официального извозчика заняла определенное время, и сегодня движение общественного транспорта на территории города осуществляется в бесперебойном режиме. Сложнее ситуация сложилась в микрорайонах. Их жители ощутили на себе последствия исчезновения с улиц маршрутных такси. В силу отдаленности от центра жителям поселков Южный, Аркаим, Старый Сибай и других ежедневно приходится простаивать в ожидании автобуса на остановках. Однако организация движения общественного транспорта в рамках жестко установленного графика должна практически решать эту проблему. Принести позитивные изменения обещало и внедрение дополнительной единицы техники на маршрут в поселок Южный. Мы пообщались с жителями микрорайона, дабы установить, сколько сегодня им приходится проводить времени на остановках. Часто приходится на автобусе добираться? Да. А ты куда едешь сейчас? Сейчас в школу. В школу? Да. Вторую смену учишься? Да. В какой школе? Первый. Сколько простоял на остановке? Вот только пришел. А обычно приходится сколько ждать? Минут 10. А как долго простаивать на остановке приходится? Ну, по-разному бывает. Ну, сегодня сколько 80 стоит? рублей. Сегодня минут 5. Ну, сейчас вроде быстро приехал. Сейчас нормально. Как показал опрос, выходить строго ко времени прибытия общественного транспорта для большинства жителей поселка труда не составляет. Если верить графику, средний интервал между автобусами в поселках-спутниках 25 минут. Сегодня это время удалось значительно сократить. Благодаря вводу дополнительной единицы техники количество рейсов из поселка Южный было увеличено на 10. Число автобусов, работающих на этой линии, возросло до 4, в результате чего время ожидания сократилось до 18 минут. Чистый пик, вот у нас расписание есть. Но если вот обед и вот с утра пораньше, вот как бы мы начинаем, вот у нас график, 5, 6 график. Мы начинаем с 7:00. Это вот час пик, у нас переполнен автобус. Потом вот у нас идет под вечер, ну как вот час получше. Не, ну я думаю, 5 не надо, достаточно 4, я так думаю. Коснулись позитивные изменения и организации поездок по школьным проездным картам. Сегодня приобрести проездной билет можно в кассах автовокзала за 750 рублей. Фактический срок действия карты составляет 1 месяц или 50 поездок. По заверениям ответственных сторон, такое количество считается наиболее оптимальным для школьников в учебный период. Экономия для учащихся по специальной карте получается 150 рублей. А для остальных категорий граждан стоимость одного проезда в общественном транспорте составляет 20 рублей. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.